Здравствуйте, в эфире новости спорта, в студии Сарглана Захарова. Континентальная хоккейная лига подвела итоги сезона. Закрытие 11-го сезона прошло в концертном зале Барвиха Лакшери Вилледж. На церемонии назвали имена наиболее отличившихся персоналей лиги. Так, лучшим руководителем признан президент хоккейного клуба ЦСКА Игорь Ясмантович. Армейцы в минувшем сезоне стали победителями и обладателем Кубка Гагарина. Форвард ЦСКА Кирилл Капризов получил приз «Бесценный игрок», а приз «Бесценный болельщик» получила Софья Морозова, болельщица ЦСКА. Лучшим новичком сезона стал вратарь ярославского «Локомотива» Илья Коновалов. В этой номинации вручается приз имени Алексея Черепанова, 19-летнего форварда «Авангарда», который скончался в октябре 2008 года в результате остановки сердца во время одного из матчей. А в Европе назвали самую ценную футбольную команду. Это звание теперь принадлежит Реалу. На втором месте Манчестер Юнайтед, на третьем Бавария. Такие результаты опубликовала KPMG по результатам собственного исследования. Суммарную стоимость активов Реала оценили в 3 миллиарда 224 миллиона евро. В отчете подчеркивается, что Реал занял первое место благодаря высоким доходам с 2016 по 2019 год, когда команда 3 раза подряд победила в Лиге чемпионов. Еще одним фактором стало повышение общего роста операционной прибыли на 29% от коммерческих доходов. Алмаз Алроса, чемпион России по мини-футболу. Мирнинский клуб вырвал ничью в ответном матче финала высшей лиги против кемеровского корпорация «Аси» и по сумме 2 встреч стал победителем плей-офф второго по значимости дивизиона российского мини-футбола. Обе встречи завершились в ничью. Первый матч со счетом 2-2, второй 4-4. Однако по сумме большего количества мячей, забитых на своем поле, команда из Якутии смогла вырвать звание чемпиона страны. Отмечу, что победа стала яркой точкой под конец существования клуба «Алмаз Алроса». В апреле компания «Алроса» объявила о распуске команды. Причина – большие затраты на содержание футболистов. С 1 июня клуб прекратит профессиональную деятельность. Автор решающего гола Вадим Цай поделился эмоциями от победы в плей-офф. В какой-то степени сбылась моя мечта. Когда я после Суперлиги стал выступать в высшей лиге, конечно, всегда стояла задача стать первыми. Наконец-то это получилось. Я считаю, что сегодня играли 2 равные команды, просто нам повезло больше. Эта победа и эти эмоции всегда останутся с нами. Каждый сам настраивался на этот финал. Это необычный матч регулярного чемпионата. Тот, кто должным образом подготовился сегодня и выглядел лучше. Приятной неожиданностью стало то, что в Кемерово на матч прилетели наши супруги. Их самолет приземлился на полчаса позже нашего. Мы были удивлены и рады такой поддержке. Жители Южной Якутии готовятся к пляжному сезону. Для занятий фитнесом в Нерюнгри доступно множество тренажерных залов. Об одном из них расскажет наша коллега Александра Цыбикова. Первый в Нерюнгри тренажерный зал спорткомплекса «Шахтер» смог сохранить в себе дух настоящего андеграунда тяжелой атлетики. Там нет моды и фитоняшек, больше тех, кто представляет честь республики на спортивных соревнованиях по бодибилдингу и тяжелой атлетике. Тренер-инструктор Денис Плиев работает с самого основания зала, а это уже 12 лет. Посещаемость всегда хорошая, значит, в среднем 50 человек проходит в день, ну, плюс-минус там 20 человек. В разные, значит, дни. Это приблизительно где-то 1000 человек в месяц посещаемость идет. Это нормально для такого зала. Сам зал небольшой, около 100 квадратных метров. Но, несмотря на это, все тренажеры располагаются по нормативам технического регламента. И даже удобно расставлены по зонам кардиотренажеры отделены от силовых, а также весь перечень – это и блочные, и рычажные, и даже силовые рамы. Я приехала сюда не так давно, занимаюсь тут чуть больше месяца. Мне здесь нравится то, что есть и тренажерный зал, и также бассейн. Занимаюсь сама по программе, ну, в основном это на ягодицы, упор идет на ягодицы. Вот. Ну, пришла вообще подтянуть свое тело к лету. Я занимался в каждом тренажерном зале здесь. И нет именно той технической, нету того технического регламента соблюдения, кроме как в спорткомплексе «Шахтер». Когда человек устает,
когда он думает, то, что ему хватит, то, что все, я не могу. На самом деле он задействовал еще не весь потенциал. Взяв отдых минуту-две, посмотрев на воду, успокоившись, он может продолжить на этих же удобных тренажерах занятия. После качественно отработанной тренировки ускорится обмен веществ и поднимется настроение. Тут же можно принять душ и поплавать в бассейне, который, к сожалению, на данный момент находится на ремонте до 31 июля. Александра Цыбикова, Вадим Барашков, Нейрюнгри. Это были новости спорта. Всего доброго.